какие проблемы сегодня больше всего волнуют чульманцев в преддверии столетнего юбилея поселка? Ну, мы обозначили таких 4 больших вопроса касаемо вот столетия, если поселка Чульман. Первый – это школа номер 9, строительство, которую начали, но должны более интенсивно начинать работать. Второй вопрос – это строительство здания ДК, нового ДК, потому что старое здание ветшает, очень ветшает, и сегодня не выполняет те задачи, которые он должен был делать. Приток большое населения, малого, взрослого, среднего, которые хотят заниматься и спортом, и культурой, и всем. Мы не вмещаемся в это старое помещение. Третий вопрос ставили – это переселение ветхого и аварийного жилья, выделение финансовых средств. Программа очень серьезная, большая. Мы в 2024 году закрываем ее, но впереди еще более сложная, тяжелая работа. Это по новому этапу. На сегодняшний день у нас готово к рассмотрению и признанию аварийным фондом. Это 373 жилых помещения. Суммарная площадь, которая без малого 21 тысяча квадратных метров. И четвертый вопрос, большой вопрос тоже серьезный, это обезжелезывание воды поселка Чульман. Приобретение системы обезжелезывания в поселке Чульман. Еще интересный вопрос звучал по поводу железной дороги. Железная дорога. Вопрос железной дороги, она функционирует все, но, во-первых, здание ЖД вокзала практически, можно сказать, отсутствует. 2 минуты – это не то время, которое должен стоять пассажирский поезд здесь. И здесь, вот как звучало в обращении, действительно, люди приезжают на операцию, приезжают с операции. Взрослые, пожилые. Сегодня железнодорожный транспорт пользуется определенным спросом, занимает определенную, и он увеличивается из года в год, нишу пассажирского перевоза, и поэтому железной дороге Якутии надо обратить на станцию поселка Чульман определенное внимание. Через пути надо перекрыть, понятно? Да, там получается и расчищают его так нерегулярно, скажем. И получается ставить на второй путь, это немощные люди должны выйти, перейти через пути, дети должны перепрыгнуть, то есть безопасность не соблюдается совершенно. Мы сегодня обсудили те вопросы, которые по поселку Чульман мы видим. Во-первых, это вопросы, связанные с качеством воды, вопросы, связанные с сетями, вопросы, связанные с жилищным фондом. Мы понимаем, что программа переселения, которая, собственно, входит в заключительный этап и достаточно много сделала конкретно для поселка Чульман, не решила пока всех проблем. Безусловно, остается жилье, которое сейчас признается аварийным, и следующая программа переселения будет, безусловно, фокусироваться на проблематике вот этих вот домов, которые остались в ненадлежащем состоянии для того, чтобы переселить, построить новые объекты. Это и Чульманская больница, сегодня обсуждали подходы к этому. На самом деле для медицины сейчас делается огромная, по программе, которая принята главой республики, делаются большие очень шаги. Мы знаем, что и в городе Нерингре медицина практически вторую жизнь получила. Большое количество капремонтов, построенных новых объектов переоснащено, но, конечно, в поселке здесь также необходимо нам провести эту программу. К нашей большой радости отрадно, что жители Чульмана отметили действительно большой вклад и исполнение поручений главы республики, как они исполняются, как Василий Сергеевич конкретно по каждому вопросу контролирует исполнение поручений, которые он дает в отношении Южной Якутии, Нерингрейского района, и поселка Чульман. Жители это отметили. Безусловно, прежде всего отметили огромную поддержку президента. Мы знаем, что Якутия звучит из уст президента очень часто, и очень большое персональное внимание президента оказывает нашей республике, как такой точки роста на Дальнем Востоке, как региону с большим потенциалом, но и лично именно симпатизирует народу якутскому. Поэтому, конечно, народ это чувствует, и я считаю, что эта поддержка, это внимание федерального центра, она уже очень много нам дает, и, конечно, она включена в наши планы развития в последующем и в рамках мастер-планирования, то, что по Нерминскому району сейчас, и в рамках национальных проектов. В этом году предстоит огромное количество вводных объектов и строящихся
строящихся объектов. И в этом плане мы очень внимательно будем следить за качеством и за сроками. То есть в этом плане сегодня была очень позитивная дискуссия. Вопросы общие такие жители ставили и по качеству работы управляющих компаний, по поддержанию своего жилья. Но здесь я думаю, что очень много вопросов действительно решено, но те вопросы, которые остались, они в ближайшее время тоже найдут свое решение, и нет никаких сомнений, что с каждым годом вот этих вот с таких сложностей и острых вопросов будет все меньше и меньше, а будет больше все-таки на развитие, на поддержку и на рост. Мы понимаем, что с учетом того, что будет большое количество инфраструктурных объектов строиться, Чульманская ТЭС, в частности, вот Нернгинская ГРЭС, сейчас вот по новым блокам большое количество работников приедет на строителей приедет на эти объекты, и здесь мы должны инфраструктуру подготовить заранее для того, чтобы создать все условия для такого уже мощного роста. Поэтому очень позитивно сегодня прошла встреча. Я надеюсь, что и в других населенных пунктах у нас также будет состояться конструктивный диалог с жителями, которые действительно видят то, что вот в эти годы произошел тектонический сдвиг по качеству и по развитию их территории. Увеличили МРОТ. Спасибо большое. Обслуживающий персонал, я думаю, получает достойную зарплату. Но педагоги и специалисты уходят на уровень МРОТников. В среднем зарплата педагога 50 тысяч, если со всеми стимулирующими. Я считаю, что они заслуживают большего.